Я включил запись вебинара. Мы начинаем вебинар по информационной безопасности, по ресурсам Касперского, лаборатории Касперского, о том, каким образом можно нам дополнительно защититься или вообще защититься от тех угроз, которые сегодня существуют, присутствуют в интернете. И я передаю слово Алексею. Алексей, вам слово. Добрый день. Я сейчас выступлю с презентацией на тему защиты лаборатории Касперского. Самого актуального — это вирус-шифровальщик. И немного пройдусь по новинкам. Что же нового в новейших версиях, которые вышли в этом году по продуктам. Какие же продукты мы рассмотрим сегодня? Это Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Security Center и Kaspersky Security для Windows серверов. Основные каналы заражения и пример, как настроить за 5 минут защиту от вируса-шифровальщика, хорошо известного вам Kaspersky Endpoint Security, который стоит на ваших рабочих станциях. Итак, что же у нас нового? Kaspersky Endpoint Security, новейшая версия, последняя версия — это 11.7. Это антивирус для рабочих станций с функционалом защиты от вирусов и новейших угроз, а также контроля работы. Он поддерживает самые последние редакции. Это Windows 11, Windows 10 21H2 и Windows Server 22. Взаимодействие с Kaspersky Managed Detection and Response. Это функционал Enterprise уровня. Лаборатория Касперского последовательно решения свои корпоративные, соответственно, выводит уже на уровень Enterprise, чтобы было унифицированное решение. Это одна из итераций в этом направлении. Немаловажный компонент — это защита от сетевых атак и сканирование портов. Теперь это уже встроено в Kaspersky Endpoint Security. И если даже в локальной сети у вас запускается программа, которая сканирует порты всех остальных ваших компьютеров в сети, она будет выявлена, и сетевая активность этого компьютера будет заблокирована. И вы получите об этом уведомление, что на ваш компьютер идет сетевая атака. И получите адрес того компьютера, откуда идет эта атака. Полностью обновлен интерфейс программы. Да, уходим от красных цветов. Все, теперь все зелененькое. Метроинтерфейс, все современно, в духе времени. Также дополнительно отмечу, что весь тот функционал, который был в предыдущих 11 версиях, он сохранен. Идет только расширение, интеграция с Enterprise уровнем. Немного добавляется функционал от более актуальных угроз, например, защиты от сетевых атак. Это актуально. Если ваш компьютер особенно смотрит напрямую в интернет, то без этого компонента очень и очень будет трудно. Потому что злоумышленники постоянно ищут уязвимости. Брандмауэры вы, скорее всего, не настраиваете на своих компьютерах. А этот компонент как раз-таки и поможет вас защитить от перебора паролей и от уязвимости в протоколах. Kaspersky Security для Windows Server. Что же у нас в 11 версии, которая вышла у нас в этом году? Все то же самое, что и в предыдущих версиях. Полная защита Windows серверов, полная оптимизация, соответственно, работы без нагрузки на те сервисы, которые крутятся на Windows Server. То, что было, то и у нас остается. Это я подтверждаю. Внедрил в этом году новую версию. Производительность хорошая, совместимость тоже хорошая, никаких-то проблем выявлено не было. Что же он позволяет? Защититься от вирусов, от сетевых атак. А также внедрен новый функционал. Это контроль работы. Он развивается, то есть вы можете купить дополнительную лицензию и на Windows сервере, в большинстве случаев это терминальный сервер, используется для контроля работы. Вы можете фильтровать почту,
запрещать определенные вредоносные ссылки или не вредоносные ссылки, допустим, запретить социальные сети и так далее. То есть то, что у вас доступно для антивируса для рабочих станций, теперь этот функционал доступен и для Kaspersky Security для Windows сервера, то есть для терминального сервера по управлению. Поддерживается сервер 2019, вот, поддержки 2022 пока нет, но я думаю, скоро выйдет новая версия. Улучшена работа доверенной зоны. Это доверенная зона – это набор исключений. То есть, когда антивирус дает вам ложное срабатывание, ищет вирус в доверенной программе, вы добавляете эту программу в исключение в доверенной зоне. И раньше было не очень удобно. Не всегда он понимал длинные пути, с кучу звездочек. Сейчас все это полностью оптимизировано. Вы можете использовать вопросики, звездочки, любые комбинации из них. Да, работа с доверенной зоной очень сильно улучшилась. Любую программу сейчас за пару минут можно добавить в исключение антивируса, и больше ложных срабатываний на нее не будет. Она будет работать штатно. Защита трафика может работать с адресами сайтов по маскам. То есть вы можете фильтровать, не просто запретить ВКонтакте, да, а, допустим, использовать не конкретный URL vk.com запретить, а, допустим, vk.com. И то же самое правило фильтрации будут применяться к этим сайтам. Kaspersky Security Center, версия 13.2. В этом году много версий вышло, 13, 13.1, 13.2. Это связано с тем, что, еще раз я говорил на предыдущем продукте, что компания лаборатории Касперского итерационно идет к интеграции Enterprise решений. Сервер администрирования антивирусными программами установлен на рабочих станциях, серверах и мобильных устройствах. То есть все, что защищает продукты лаборатории Касперского, компьютеры, сервера, мобильные сотрудников, можно защитить из единого сервера управления и всем управлять из единой консоли. Но консоли, правда, две. Что нового? Поддержка Windows 11 и Windows Server 22. Пожалуйста, Kaspersky Security Center, он бесплатен. Если вы купили корпоративную лицензию, хотя бы одну, он уже идет с ней бесплатно, вы можете установить. Только нужно будет обратить внимание, что начиная с этой версии 13, Microsoft SQL Express не входит в дистрибутив. Соответственно, его надо будет предварительно скачать. Мастер установки вам об этом предупредит и даже даст ссылочку на скачивание. Если раньше управлять Kaspersky Security Center можно было только через обычную консоль MMC, которую можно было устанавливать на сервере, естественно, и мог отдельно установить администратор. Сейчас основным средством администрирования будет выступать веб-консоль. То есть вместе с сервером администрирования вы устанавливаете веб-сервер администрирования, который называется в терминологии веб-консоль, да, и с любого браузера получаете доступ к управлению вашим сервером. Фактически вам ничего не нужно устанавливать, если вы администратор. Просто открываете адрес вашего сервера Kaspersky Security Center и видите состояние вашей антивирусной защиты. Можете ее настраивать, либо смотреть отчет. Еще добавлена возможность двухэтапной авторизации администраторов. Это в духе времени. Сейчас Google, Яндекс, Mail.ru все переходят в той или иной степени на двухфакторную аутентификацию. Логины и пароли уже взламываются. Да, то есть если уже пароль меньше, чем 15 символов, 14, он уже считается не совсем надежным. Соответственно, мир идет по пути двухэтапной авторизации. Это либо SMS, либо приложение. Если кто-то пользовался, это Google аутентификатор, Microsoft аутентификатор. Вы можете после установки сервера Kaspersky Security Center включить двухфакторную аутентификацию. Вот. И для учетных записей администраторов, кроме логина и пароля, будет запрашиваться еще код из приложения на мобильном устройстве. Это в духе времени, еще раз говорю, это очень высокая надежность. Новая тоже возможность – это установка в режиме отказоустойчивого кластера. Для компаний, у которых, допустим, 500, 1000 и более рабочих станций, мобильных устройств, подключены к серверу Kaspersky Security Center, встает вопрос отказоустойчивости. Вот он вышел из строя, а он большой.
и его восстановление с базы данных занимает часы, может быть даже день. А по вашим правилам безопасности вы не можете на целый день оставить вашу сеть без защиты, без обновления баз, без статистики, мониторинга и так далее. Пожалуйста, новая возможность. Вы можете взять два сервера и установить, соответственно, вначале на один основной Касперский Security Center, да, в активном режиме, второй в резервном. И они будут у вас работать параллельно. Как только первый станет недоступен, компьютеры будут и сервера автоматически переключаться на второй. Интеграция с Kaspersky Managed Detection and Response – это, соответственно, интеграция с облачными решениями по нейтрализации новейших угроз. Это Enterprise уровень, о котором я говорил. То есть у нас не только Kaspersky Endpoint Security, но и Kaspersky Security Center полностью поддерживают облачные решения для защиты от новейших угроз и таргетированных атак. В пакете установки отсутствует SQL, я говорил об этом. Ну и самое важное, онлайн-справка теперь доступна на корейском языке. Если кого-то это останавливало раньше от установки сервера администрирования, теперь такой причины нет. Еще раз напоминаю, он бесплатен, вы можете установить и управлять антивирусной защитой из одной консоли. Можно даже из браузера, если вы установили веб-консоль. Хочу сказать, что секция вопросов-ответов по моей презентации будет в самом конце. Я с удовольствием на каждый из них отвечу. Вот. А сейчас перейду к следующей теме. Основные каналы заражения компьютера. Социальная инженерия. Методы социальной инженерии тем или иным способом заставляют пользователя самостоятельно запустить зараженный файл или открыть ссылку на зараженный веб-сайт. Задача хакеров – это привлечь внимание пользователя к зараженному файлу или ссылке, заинтересовать пользователя, заставить его кликнуть по этой ссылке или по этому файлу. А как же они это делают? Через какие пути идет заражение? Первое – ссылки на вредоносные сайты в электронной почте. Вы знаете, что основной обмен сообщениями у вас, да, с внешним миром – это электронная почта. И это есть основной канал поставки вам вредоносных ссылок на вредоносный объект. Второй канал – это социальные сети. У каждого есть бухгалтера, у каждого менеджера есть аккаунты и ни в одной социальной сети. Пришло сообщение, он открыл его в браузере у себя на работе, и вот он путь. Посещение зараженного сайта. Ну, сайт хороший, вы всегда на него ходили, все хорошо. Допустим, какой-то программы, да. Вы заходите и происходит заражение. Почему? Да сам сайт взломали. Ссылку-то не взломали, не подменили вам. Просто взломали сайт, и идет через него заражение. Использование зараженного USB-накопителя. Вирусы с флешки никуда не делись, пусть и процент от их маленький. Скачивание торрентов с бесплатными программами. Ну, не все идут по хорошему легальному пути, да, использование только лицензионного софта, иногда предпочитают сэкономить. Это, конечно, нехорошо, но их ждет, соответственно, вот этот риск и путь заражения. Когда внутрь дистрибутива этих бесплатных программ, которые вылечили от активации, попадает к вам на компьютер, а дальше и в сеть вашей организации. Свежий вирус. Ну и спам. Куда ж без него. И последний пункт – это уязвимости программного обеспечения и операционной системе. Что это такое? Вы все работаете с двумя видами файлов. Это офисные файлы, это Word, Excel, да, PowerPoint. И это документы в формате PDF, Acrobat Reader. Это два самых распространенных в России, по крайней мере, формата обмена документами. И, соответственно, уязвимости, которые есть в программах Microsoft Word, Microsoft Excel и Adobe Acrobat Reader, используются злоумышленниками для того, чтобы запускать вредоносный код. То есть вам прислали просто документ, допустим, счет в формате PDF. Вы его открыли, а внутри этого файла скрипт. Скрипт лезет на вредоносный сайт, скачивает вирус и запускает его на вашем компьютере. Примеры. Давайте более подробно. Первое – это письма. Письма от судебных приставов. Это то, что, мне кажется, то, с чего началось. Самый большой вал, да, фишинг в чистом виде. Судебное решение какое, человек не думает, не анализирует, сразу же кликает, привлекается его внимание методами социальной инженерии, да,
Он бы подумал бы, если бы 5 минут посмотрел на письмо, что да, действительно это фишинг, и не стал бы кликать на ссылку, чтобы проверить свое судебное дело. Но все оформляется так, чтобы заставить пользователя. Но вы так делать не будете, вы проинструктирован, да, значит вооружен. Поддельный сайт онлайн-банка. Ну, то есть все мы знаем Зеленый банк, да, самый популярный в нашей стране. Это одно из таких популярных мест, соответственно, на посещение почти у каждого пользователя Зеленого банка, клиента, есть онлайн. Либо в мобильном приложении, либо через браузер. Он заходит, сайт меняют, вы вводите свой логин, пароль, вам приходит смс, вы вводите, только вы вводите, к сожалению, не на сайт Сбербанка, а ваши ответные смс используют злоумышленники, чтобы попасть в личный кабинет. Все, денежки тю-тю. Спам, вы выиграли в лотерею, вам пришел денежный перевод и так далее. Это до сих пор работает. Если бы не работало, это бы в таком количестве не рассылали. До сих пор находятся люди, которые верят, что они выиграли лотерею, не покупая лотерейный билет, и им пришел денежный перевод от умершего дяди. Кликают, дают свои данные. Это работает, пусть и в небольшом количестве случаев. Но за счет массовости спама это, да, пример типового заражения. Четвертое. Это письмо о том, что ваш аккаунт взломан и нужно срочно поменять пароль. Это новое. Ну, по крайней мере, из того, что я замечаю. Еще раз повторюсь, у каждого из вас есть аккаунты в социальных сетях. Они привязаны обычно к адресу электронной почты, реже к сотовому телефону. И вот представьте, вам пришло письмо от Mail.ru, ваша почта взломана. Срочно, а к вашей почте, представьте, привязаны ВКонтакте, Одноклассники, там, Инстаграм. Вы, соответственно, очень резко реагируете на это письмо и, не задумываясь, кликаете. Ведь надо побыстрее сменить пароль, иначе украдут все ваши странички в социальных сетях. Вы меняете пароль и, собственно говоря, именно после этого и крадут ваши аккаунты. Обязательно, если вам пришло письмо о том, что ваш аккаунт взломан, вообще на него не реагируйте. Ну вот никак. Посмотрите, какой аккаунт. Зайдите в этот аккаунт. Администрация всегда социальной сети или почты напишет об этом вам внутри, что вы взломаны. А в основном они действуют проще. Если есть попытка взлома, они вас просто блокируют. Соответственно, вы удостоверяетесь, что либо все хорошо, и это письмо просто фишинг, либо вас действительно взломали, но вы просто перестраховались таким способом. Скачивание с торрента программы. Активация популярной операционной системы. Собственно говоря, там в большинстве случаев будет вредоносный код. А многие думают, что вирусы это обязательно только то, что шифруют. Нет, нет, хоть вирус-шифровальщик это популярный вирус в последнее время, да, потому что он просит денежек, которые вы платите злоумышленнику, чтобы расшифровать. Но не только это может быть целью, да, злоумышленников. Например, вы все слышали про DDoS-атаки. Это когда, допустим, есть сайт какой-то популярной организации, допустим, Министерство финансов США. И в один прекрасный день, в один прекрасный час, допустим, в 12 часов по Москве, на эти сервера этого ведомства приходит там, 5 миллиардов запросов в течение 1 минуты. Сетевая нагрузка лавинообразная, сервер с ней не справляется, защита ломается и его взламывают. Либо выкладывают какую-нибудь информацию нехорошую, либо крадут документы, которые на нем размещены. Так вот, а куда идет сетевой трафик? Понятно, на сервера этого ведомства. А кто его генерирует, кто делает запрос? Вот эти как раз-таки компьютеры, которые заражены этими ботами. То есть вирус не обязательно что-то крадет у вас на компьютере. Вирус может просто генерировать сетевую активность. Вы можете этого даже не заметить. Ну, то есть какая-то программа полезла в интернет в фоновом режиме, у нее даже интерфейса нет, вы ее не видите. Вы можете даже не заметить этого. Компьютер может немножко тормозить. Ну, может, кажется, сильно тормозить, но в основном это стараются делать, чтобы это было незаметно. А на самом деле вы участвуете в DDoS-атаке на какую-нибудь организацию. Потому что у вас на компьютере есть вредоносное ПО. Вот это неочевидные
да, вот, так сказать, примеры, но это злоумышленникам тоже нужно. И они даже иногда продают эти бот-фермы. То есть, когда они заражают, допустим, 1000 компьютеров, они соединены с единым центром управления, это продается для атаки, это тоже монетизируется. Последствия. Ну, вкратце, я уже много о них назвал. Украли деньги из онлайн-банка. Ну, это очевидно. Да, вы сами злоумышленнику написали на их сайте фишинговый логин, пароль и прислали им смс. Взломанный аккаунт почты, социальной сети. Все, вы кликнули на письмо, нажали «Сменить пароль», ввели пароль, собственно говоря, старый, новый, и вас взломали. Но это полбеды. Все мы прекрасно знаем, что происходит, когда взламываются аккаунты социальных сетей. Тут же рассылается по всем контактам. Ближайший родственник попал в ДТП, нужны срочно деньги, вот паспорт, вот, значит, там то. И слава богу, все-таки уже люди обученные перезванивают. Некоторые отправляли раньше, но сейчас все меньше и меньше это делают, люди учатся на ошибках, но метод работает до сих пор. Зашифрованы файлы на компьютере. Вот, собственно говоря, вирус-шифровальщик. Тут пользователь сам кликнул на ссылку, скачался код вредоносный, он зашифровал все файлы Word, PDF, фотки и хочет, чтобы вы прислали на такой-то адрес такое-то количество биткоинов. И, кстати, что немаловажно, в большинстве случаев вы их не расшифруете. Потому что расшифровать, это значит прислать вам, сгенерировать обратно ключ. Это так сказать, на их жаргоне засветиться, да, что-то вам прислать откуда-то. Вас же могут ждать, их ждать, допустим. И, собственно говоря, даже если вам что-то пришлют, вообще не факт, что это расшифруется. Очень маловероятно. Но выбор каждого, платить или нет. Я бы не рекомендовал. Самые популярные последствия. Реклама браузеров и изменение домашних страниц. Вы что-то кликнули на сайте не на том, и вам в Google Chrome добавилось расширение, которое при запуске рекламирует вам, в лучшем случае, что-нибудь безобидное. Бывает что-нибудь похабное. Вот, то есть всплывает, прям вот вам говорит, реклама, давай вот покупай, жми сюда. Вы вроде как и не знаете, вроде как, что там в правом нижнем углу, что-то всплыло. Не шибко мешает, но поверьте, реклама – двигатель торговли, и злоумышленникам за эту рекламу платят. А вы своими кликами добавляете эти вирусы в расширение своих браузеров, в систему, которая изменяет домашние страницы браузеров на рекламу. Не открываются некоторые веб-сайты. Да, такое тоже бывает. Злоумышленники могут менять DNS-сервера, да, чтобы перенаправить вас со с зеленого банка онлайн на свой вредоносный. И из-за изменения DNS некоторые сайты не открываются. Если у вас что-то не открывается, это первый признак, один из признаков, что, возможно, ваш компьютер инфицирован. Вам изменили сетевые настройки. Снижение производительности компьютера. Я об этом говорил, когда приводил пример участия вашего компьютера зараженного, да, гипотетически, в DDoS-атаке на другой сервер. Вы этого даже не видите. А на самом деле трафик идет и производительность идет. Ну или, например, вирусы-майнеры. То есть сейчас и такие есть распространенные. То есть на вашем компьютере запускается специальный код, который майнит криптовалюту. Ну, что такое криптовалюта, мы уже все с вами знаем. Конечно, много на, допустим, обычном офисном компьютере не намайнишь, но а если их 1000, а если их миллион, а если майнить по чуть-чуть и умножить на миллион, это уже значительная сумма. Поэтому злоумышленники идут на это, и такие вирусы есть. Как предотвратить заражение? Ну, казалось бы, тут рекомендации универсальные, очевидные, но их нужно соблюдать все. Тут нет важных, неважных. Использовать актуальные версии антивирусов на всех компьютерах в сети. Вы же понимаете, что лаборатория Касперского не зря каждый год, а иногда 2 раза в год выпускают новые версии своих решений. Новые угрозы, новые механизмы исследования этих угроз, реакции на эти угрозы и защиты. Каждый день проверять актуальность обновления антивирусных баз. Да, нужно каждый день смотреть, например, в обед, принять хорошую привычку, заходить на сервер администрирования и смотреть на все подключенные компьютеры, какая на них сейчас актуальная версия баз. Если кто-то не смог обновиться, хотя бы 2-3 дня, все, компьютер
считайте, что не защищен. Потому что все самые свежие вирусы, они активны первые дни после заражения. Использовать рекомендуемые настройки компонентов антивируса. Не отключайте компоненты, не снижайте безопасность. Есть тонкие настройки, да, которые могут сделать администраторы, исходя из тех или иных соображений, да, использования антивируса. Но это может сделать только специалист, который знает об этих настройках, имеет опыт. А лаборатория Касперского по умолчанию устанавливает высокий уровень защиты. Да, он требователен к ресурсам компьютера, но без понимания того, почему вы снижаете, с какой целью, лучше этого не делать и не отключать компонент. Своевременное продление лицензии антивируса. Да, вот это прям важно. То есть лицензия закончилась, допустим, 1 августа. Поверьте, 3 августа вы уже точно не защищены никак от вирусов. Да, я думаю, даже уже может быть и 2 с утра. Вы не обновляетесь, вы не имеете доступа к облачному сервису, да, который самое быстрое, да, решение примет по новейшим угрозам. Вы всего этого лишаетесь, соответственно, нет лицензии, антивирус. Да, он работает, да, он ищет вирусы, но по версии БАС на последнюю дату обновления. Регулярный мониторинг состояния антивирусной защиты всех антивирусов в сети. Подчеркиваю, всех. Если у вас в организации 10 компьютеров и не защищен хотя бы один, поверьте, на нем обязательно появятся вирусы. Он будет заражать все остальные, пытаться заразить все остальные компьютеры вашей локальной сети. И это все пойдет по цепочке. Один из методов заражения, как я уже говорил до этого, это флешка. У ваших сотрудников может быть дома и не стоять антивирусы. Ну, не все покупают антивирусы, и не все пользуются хорошими антивирусами, даже если бесплатно для дома. Сотрудник мог с wordовским, экселовским файлом поработать дома, принести на работу, вставить флешку с новейшим вирусом, который только вчера вышел. И если у вас антивирус не обновлялся 3-4 дня, либо он вообще по какой-то причине поломался и не запущен, пожалуйста, приходит заражение. Регулярное обновление операционной системы и прикладного ПО с целью закрытия уязвимости. Microsoft 2 раза в месяц выпускает обновление для Windows 10. А для офиса, для Acrobat Reader тоже регулярно выходят обновления. Злоумышленники находят уязвимость, об этой уязвимости становится известно производителю, Microsoft или Adobe, и они тут же выпускают заплатку, которая закрывает эту уязвимость. И поверьте, закрытие уязвимости значительно повышает безопасность компьютера. Вы же помните, да, год-два назад вирус Петя, который поразил очень и очень много компьютеров по всей сети. В Украине, в Англии, в многих других странах, даже в России. Они использовали уязвимость операционной системы Windows XP. Оказалось, что, например, в системе здравоохранения Англии чуть ли не треть парка компьютеров это Windows XP, который снят из поддержки компании Microsoft. И на них не выходят обновления операционной системы. Но компания Microsoft каждый месяц публикует бюллетень с уязвимостями. Она говорит, что не найдены Windows XP, но она их уже не исправляет. Злоумышленники этим пользуются, соответственно, и все больше и больше идет атак на самую незащищенную операционную систему. Вот. Этим использовался вирус. Кто обновлялся? Например, на Windows 7, на Windows 10, да? Windows 8 нарушил. Мало у кого есть. Вот. Те были очень защищены от этого вируса. Кто не устанавливал обновление операционной системы, те за счет уязвимости в браузере Internet Explorer, например, получали вирус все шифровал и хотел денежку. Вот так, такими методами можно предотвратить заражение. Теперь перейдем немножко к практической демонстрации. Как настроить защиту от вируса-шифровальщиков в самом популярном продукте корпоративном, это Kaspersky Endpoint Security. Вам знаком его интерфейс, если вы пользовались, да? Открываем Kaspersky Endpoint Security, включаем компонент предотвращения вторжения, если он у вас не включен, и кликаем по управлению ресурсами. В этом окошке управления ресурсом добавляем новую категорию. Добавить категорию.
Персональные данные. Защита, как назовем категорию? Защищаемые типы файлов. Все очень просто. Мы в категорию добавим те типы файлов, которые мы, собственно говоря, и будем защищать от вирусов-шифровальщиков. Добавляем подкатегории. Называем ее, например, docx, путь, звездочка, docx. Так добавляем аналогичным образом Excel, да, звездочка XLSX и звездочка XLS. И тем самым у нас получается категория, где мы указываем расширение всех файлов, которые будем защищать. Расширение — это звездочка, точка и последние 3-4 символа в имени файла. Соответственно, под это попадает docx, звездочка XLSX, звездочка PDF, звездочка JPEG. Вот, то есть то, что шифрует вирус, нужно здесь указать. Алексей, а можно вернуть на 2 слайдика назад? Прозевал еще один. Хотел сразу посмотреть. А это первый. Вот с этого, да. А у меня немножко другой интерфейс. Ну, возможно, другая версия. Модуль тот же самый уже, начиная с самого первого релиза Kaspersky Endpoint Security 11. Это для всех релизов 11 версия одинакова. Компонент предотвращения вторжений, управление ресурсами. Добавить категорию. Здесь указать все расширения файлов поочередно. Добавить звездочка docx, добавить звездочка XLSX, звездочка JPEG. После того, как мы создали категорию, да, наполнили ее расширениями, да, необходимыми, мы, собственно говоря, настраиваем правила доступа в правом углу и говорим, что доверенные программы у нас могут читать, записывать, создавать, удалять. А вот все остальные категории — это слабые ограничения, сильные ограничения, недоверенные. Ничего не могут сделать, только читать. А недоверенные даже читать не могут. То есть они даже к файлу обратиться не смогут, чтобы его посмотреть. Вот, и уж тем более никак его изменить, зашифровать и так далее. А кто такие доверенные? Доверенные — это программы, которые есть в базе данных лаборатории Касперского. То есть, поскольку лаборатория Касперского постоянно коммуницирует с ведущими вендорами, это и Adobe, и Microsoft, они им предоставляют цифровые подписи своих программ. И поэтому ваш антивирус за счет подключения к облаку Kaspersky Security Network постоянно в курсе, ваша программа Word доверенная или же поддельная, зараженная уже каким-то вирусом за счет сертификата. Вот. То есть тут защита 100%. Вот. Официальный офис будет работать в режиме доверенной программы. А если ваша программа не Word, а какая-то самописная для работы с, например, расширением docx, она уже получит доступ к этому файлу только в режиме слабого ограничения, то есть только на чтение. И изменить, зашифровать файл никак не сможет. Сохраняем эту настройку. И что мы имеем в результате? Мы сами выбираем, какие расширения будем защищать. Антивирус в режиме реального времени отслеживает доступ к этим файлам. Программы из категории доверенные имеют полный доступ, остальные только читать, либо вообще никакого доступа. Категорию программы КСН определяет это облачный сервис. И если программа по ошибке попала в категорию недоверенные, ну, допустим, лаборатория Касперского о ней не знает, а вам нужно с ней работать. Эта программа создает Excel-таблицы, да, которые вы потом кому-то передаете, а сама программа никак не относится к Microsoft Office. Вы легко можете вручную указать для нее категорию доверенные. И это вот самое главное. Как добавить вашу программу в доверенную? Заходите в интерфейс «Активность программ». Запустите программу, она здесь появится в закладке «Работающие». Кликните по ней. Ну, в данном случае я выбрал программу Zabbix Agent. Переместить в группу «Доверенный». Все. Теперь эта программа сможет редактировать wordовские файлы, удалять их, ну, все необходимое изменять и так далее. То есть наравне с Microsoft Office Word.
Спасибо за внимание к презентации. Я переключаюсь в режим чата. Жду ваших вопросов как по новым версиям продуктов, да, по функционалу, так и, собственно говоря, путям заражения и защиты, которую предоставляют продукты лаборатории Касперского. Коллеги, можно включить микрофон и, в принципе, задать вопрос по микрофону. Можно написать в чат. Кликните на значок «Беседа». Алексей, я сейчас включу демонстрацию своего экрана. Вот смотри, у меня какая версия. Я посмотрел, вроде бы у нас сейчас стоит версия 11.06, 11.6, ну и там дальше цифры. И вот то, что ты говорил, куда я должен тогда перейти. Сейчас я... Пока не вижу. Сейчас я включаю, да. Вот такой у меня. Это уже новый интерфейс. Так. Больше функций. Или в компоненты защиты. Вот, предотвращение вторжения. Да. Ага. Управление ресурсами. Да. Ресурсы. Ресурсы. Так. Это файлы пользователя, да? Нет? Сейчас, секунду. Создать ресурс нужно. Создать надо ресурс. Персональные данные. Файлы пользователя. А у вас антивирус случайно не под политикой работает? Да, он у нас, скорее всего, под политикой. Нет, тогда он не даст вам это сделать. Тут у вас была бы кнопочка вот «Добавить», да? Да, то есть у нас... Добавить ресурс, наверное, у вас не активно. У нас на сервере... Да. Да, это единая у вас политика, Касперский Security Center у вас, он управляет вашим антивирусом, и там все ресурсы задаются централизованно. Вот. Поэтому вы это у себя именно в вашем антивирусе задать не сможете. Понятно, спасибо. Так, ну если... вот есть вопрос у нас. По Linux-системам. Ну, я сразу отвечу по поводу Linux-систем. Вирусы на Linux уже несколько лет назад как успешно плодятся. И у лаборатории Касперского также появился антивирус для защиты Unix-систем, Unix-серверов. Вот, это был ответом на вновь появившиеся угрозы. Поэтому нет, не безопаснее, нет, конечно, более безопаснее, но это не исключает наличие антивируса на этих серверах и рабочих станциях. Вот. Также пользователи могут на них использовать браузер, кликнуть не туда, запустить вирус, и также все там, соответственно, заразится. И пойдет распространяться по сети, например, на другие Windows машины. А что касается общих рекомендаций, да, вот там, какие системы использовать. Если вы управляете организацией, где есть, допустим, отдел бухгалтерии, да, большой, там есть менеджеры, то есть у вас разные целевые группы сотрудников, тогда у вас должен быть сервер, Касперский Security Center, компьютеры организованы по группам, и вы можете для одной группы, допустим, назначить политику защиты от вируса шифровальщика, потому что там не используют, например, программы, кроме Microsoft Word для работы с документами. А для разработчиков эту политику не внедряют, потому что их собственные программы могут работать с этими файлами и постоянно конфликтовать с антивирусом. То есть сервер позволяет вам настраивать различные политики для различных групп компьютеров и тем самым менять уровень безопасности.
У Касперского режим песочницы также реализован на двух уровнях. Первый уровень – это Kaspersky Endpoint Security эвристический анализатор. Соответственно, сейчас активно используется поддержка технологии виртуализации процессоров на рабочих станциях. Вы знаете, да, что уже лет 5-6 почти все новые процессоры поддерживают технологию Intel VT или Vipro, она как-то так называется, технологии виртуализации. И антивирусы пользуются ей, также делается песочница, ей выделяется память, и несколько секунд процесс там запускается. Есть Enterprise решение, то, о котором я говорил, к чему сейчас идет лаборатория Касперского. Это когда файл отправляется в кедр, Kaspersky Endpoint Detection and Response. Соответственно, там этот файл проверяется вообще в полноценной операционной системе. Это решение есть среднего уровня, да, когда все облачные решения. Есть наземные решения, но они вообще очень дорогие, там просто это очень-очень дорого. Соответственно, да, Касперский тоже проверяет все в песочнице. Этот функционал есть в эвристике. Если нужен очень дорогой функционал, пожалуйста, можно купить лицензию с Kaspersky Endpoint Detection and Response и запускать в облачной песочнице в лаборатории Касперского файлы. И тем самым обеспечить очень высокую защиту. Очень. Алексей, еще такой вопрос. Вот бытует мнение, что Windows 10, ну и, соответственно, уже Windows 11 и так достаточно защищены, и многие пользователи говорят, а зачем нам еще и дополнительно антивирус стоит, и так Windows обеспечивает сейчас защиту. Да, это абсолютно утверждение имеет право на существование по одной простой причине. Очень-очень много лет компания Microsoft не уделяла столь сильному внимания, как защита рабочего места от вирусов и от новейших угроз. Однако с выпуском Windows 10 все кардинально изменилось. Ну, то есть они к вопросам безопасности повернулись уже давно, да, лицом, и много-много лет внедряют именно все технологии на очень высоком уровне защиты. Но до рабочих станций в основном добрались, когда появилась Windows 10. И встроенный Windows Defender, или защитник Windows, действительно обладает функционалом поиска вирусов, действительно обладает возможностью анализа файлов в облаке, да, то есть когда данные файла, не сам файл, подчеркиваю, а его данные, хэш-сумма, имя, путь, другие там косвенные его, там, соответственно, параметры отправляются в облако Microsoft, там анализируются, и тем самым новейшие угрозы, например, да, детектируются. То есть все это есть встроено в средствах Windows. Но вы должны понимать, этот функционал, который там используется, это всего лишь там 2-3 пункта от того функционала, который вам дает Kaspersky Endpoint Security. Для домашнего пользователя, который, ну, никуда кроме ВКонтакте не ходит, да, там, что Одноклассники, может быть, там, ютубчик смотрит, ни с кем не переписывается, никакие акты сверки не открывает во вложениях почтовых, никакие PDF там тысячами с неизвестными контрагентами не обменивается, возможно, этой защиты и хватит. А игры? Игры? А что в игре, какие вирусы? Если и в игры играет ребенок. Игры же тоже будут вирусы нести. Ну, вот это я не могу комментировать. Ну, какие-то вирусы, кроме того, что они забирают много часов жизни. Нет, ну сам дистрибутив игры может содержать вирусы. С торрента скачан, в него наверняка в эту бесплатную программу что-то положили. Чтобы, так сказать, отбить те деньги по взлому защиты, например, на игру и так далее. Вот. Я предлагаю приостановить тогда демонстрацию экрана, чтобы лучше картинка, мне кажется, была. Вот, соответственно, для домашнего – да, для корпоративного однозначно нет. Потому что корпоративная сеть, поймите, состоит из слишком большого количества компонентов. И если даже на Windows 10 у вас вся сеть только Windows 10, на всех включен защитник Windows, и у вас есть файловый сервер, поверьте, надежности Windows, защитника Windows, который обновляется нерегулярно и неизвестно, как работает его облако,
Ну, наверное, как-то работает. Самый свежий вирус – это день, 2, 3, да, который вот он вышел. Он уже заразил людей в Новой Зеландии, в Австралии. И вот через 3-4 часа компьютеры по московскому времени включатся и тоже его получат. Защитник Windows его не узнает. Тут нужна очень большая экспертная лаборатория, которая будет постоянно отслеживать в единой базе данных. Да, то есть уже нет людей, которые пишут антивирусные базы. Нет, люди-то, конечно, есть. Но основная технология – это machine learning. То есть когда в единое облако со всех антивирусов, которые вот Касперского используются, сливается информация о проверяемых файлах. Подчеркиваю, не сами файлы, а их атрибуты. Это четко подчеркивается, да, когда вы включаете Касперский Security Network соглашение. Сама машина, специальные алгоритмы ищут подозрительное поведение и тут же говорят, этот файл заражен. И вы тут же получаете об этом информацию. Никогда обновится база. У вас файл открывается на компьютере, отправляется его слепок с данными в облако, и вы через секунду получаете ответ. Никогда обновится база, а сразу же. Этого защитник Windows не даст. И защитник Windows не даст вам защиты от сетевых атак. А защитник Windows не даст вам возможности блокировать другие узлы в случае этих атак, например, определенные. Защитник Windows не даст вам централизованного управления. Для этого там совершенно другие продукты, которые стоят совершенно других денег, используются. А Kaspersky Endpoint Security все это обеспечивает. Защиту от шифровальщиков обеспечивает. Я только что показал, этого нет в защитнике Windows. Вот. И самое главное, вам идет с покупкой корпоративного антивируса бесплатный сервер управления. Я еще раз говорю, без мониторинга всех узлов сети антивирусная защита бессмысленна. Вы защитите 3 компьютера из 4, вам 4-й все запорит на вашем файловом сервере, все нафиг зашифрует. Поэтому все должно быть в комплексе. Комплексная защита – это решение лаборатории Касперского, но не встроенный антивирус. Надеюсь, я ответил. Еще вопросы? Ну, наверное, все. Наверное, нет вопросов больше. Спасибо большое за хорошее содержательное выступление. Я думаю, те коллеги, которые у нас не смогли сегодня подключиться, посмотрят запись. Запись мы выложим в нашем видеозале. Вот, поэтому спасибо большое. Мы на сегодня тогда заканчиваем. Всего доброго, до свидания. До свидания. Всем до свидания, спасибо. До свидания. Спасибо. Хорошего вечера, хороших выходных. Лена, почему-то у тебя... Ой, блин.